Добрый день, уважаемые члены жюри. Меня зовут Пилипенко Анастасия, я ученица 10 Б-класса Тулогинской средней общеобразовательной школы имени Пантелеймона Иннокентьевича Кочнева. Позвольте представить вашему вниманию мою работу на тему VR-технологии как средство обучения говорению на английском языке с учетом требований ОГИ. Выбранная мною тема является в настоящее время наиболее актуальной, так как в условиях всем известной пандемии COVID-19 система образования стоит перед проблемой выбора новых путей развития образования. По прогнозам исследователей, рынок e-learning к 2021 году возрастет до 252 миллиардов долларов. Геймификация, edutainment, видеочаты, виртуальная реальность и искусственный интеллект. Перемены в образовании особенно заметны в индустрии иностранных языков, где новые технологии приходят на смену зубрежке неправильных глаголов, диктантам и рабочим тетрадям. Для изучения иностранных языков технология виртуальной реальности обладает совершенно уникальным потенциалом. На сегодня это единственный инструмент, позволяющий заменить реальность при обучении. Использование технологий виртуальной реальности в обучении устной речи помогает учащимся быть вовлеченными в реальное живое общение, поэтому важно, чтобы уроки с использованием технологий виртуальной реальности были продуманы и активно внедрялись в учебный процесс. Чтобы подтвердить гипотезу об эффективности обучения говорению при условии проведения целенаправленных, правильно организованных занятий с использованием виртуальных шлемов, в нашей школе была проведена исследовательская работа, где приняли участие 12 учеников 8 класса, и процесс обучения шел у них через шлем виртуальной реальности. Я бы хотела вкратце показать вам то, как работает виртуальная реальность. В данное отверстие вставляется телефон, включается специальная программа, и шлем надевается на голову. И получается, вы попадаете в реальную языковую среду, где вы видите, например, ресепшениста, который помогает вам выбрать что-то, выбрать отель и так далее. Или, например, вы попадаете в поезд или в ресторан, где заказываете какое-то блюдо. Далее, что бы хотелось отметить, то, что в ходе промежуточного этапа была проведена диагностика достигнутого уровня диалогической речи после проведения уроков и до. То есть, когда мы проводили уроки у 12 учащихся 8 В-класса уровень, средний балл составлял 5,6, а впоследствии он составил 6,75. И в заключение, точнее, анализ полученных результатов показал наличие положительной динамики развития диалогической речи учеников 8 В-класса. У 7 участников выросли показатели по заданию 2, точнее, это условный диалог, фраз-прос. И у 4 участников выросли показатели по заданию 3, то есть тематическое монологическое высказывание. Наблюдалась следующая промежуточная положительная динамика развития учебных умений учащихся. Они стали слушать учителя более внимательнее и также усваивать лучше учебный материал. Положительный сдвиг уровня обучения по устной части по 3 критериям после проведения VR-уроков составил, то есть увеличение составило на 1,15 балла. В заключение хочется сказать то, что результаты пробного обучения устной части позволяют нам сделать вывод о том, что наша гипотеза, сформулированная как эффективное развитие устной речи, возможно при условии, если провести целенаправленное, правильно организованное занятие с использованием технологий VR, действительно доказано. Использование технологий VR в обучении английскому языку значительно повысило качество подачи материалов и также эффективность усвоения материалов учащимися. Спасибо за внимание.